Что такое Абхазия для России? Зачем вообще Абхазия России? Да. Успех развития Абхазии – это успех и для России. Нас признали, мы себя чувствуем государством, ощущаем государством, да, кто бы что ни говорил. На самом деле мало знают о той роли, которую абхазы, уроженцы Абхазии, сыграли в становлении русского государства. У абхазского народа великая государственная традиция, стабильность российско-абхазских отношений, гарантия, что желание Грузии вернуть, как они говорят, территорию, будет оставаться только желанием. Я хочу, чтобы в России больше узнали про Абхазию. 22 героя Советского Союза, уроженцы Абхазии, Да. 3 полных кавалера Ордена Славы. И вот сейчас их внуки и правнуки сражаются в рядах пятнашки против того же врага, против которого сражались и деды, и прадеды. История государственной Абхазии. Приветствую, Максим Семенович, в нашей студии. Сегодня у нас особенный гость. Сегодня у нас в гостях профессор Южного федерального университета, доктор социологических наук, кандидат исторических наук, почетный академик Академии наук Абхазии, также Южной Осетии. И вообще человек очень интересный. Сегодня, я надеюсь, на очень интересный разговор. Еще один момент хочу сразу сообщить нашим зрителям. Что тебя связывает с нашей страной? Большое спасибо за такое лестное представление. С Абхазией связывает много. Прежде всего, могила моего родственника, который похоронен в Лыхны, который отдал свою жизнь за суверенную Абхазию. То есть выполнил свой братский долг до конца, как говорится, до гробовой доски. Связывает, тут я хочу сейчас, начиная беседу, вот я соавтор книги «Исторические и политико-правовые основания независимости Абхазии и Южной Осетии». Книга была написана мной с очень уважаемым человеком в Абхазии, Владимиром Александровичем Захаровым. Человеком, который был близок, ходил в близкий круг людей, которые для каждого абхаза, и для каждого даже жителя вот Кавказского региона знаковые. Это Владислав Григорьевич Ардзинба, Сергей Васильевич Абагапша. Владимир Александрович был награжден высшей государственной наградой Абхазии. Ахзапша. Да, он был кавалером этого ордена. И вот совместная работа с ним по истории, по культуре Абхазии, по политике, как возродилось абхазское государство, но здесь мы в книге касаемся и вообще государственной традиции, которая есть в Абхазии. Многодесятилетняя дружба, научные проекты с абхазским народом, ну и самое главное, я считаю, что сотрудничество с Абхазией – это продолжение того дела, за которое была пролита кровь моей семьи, мы этим гордимся. Спасибо большое. У нас в семье очень ко многому обязывающие военные традиции, поэтому смерть всегда близкого человека трагедия, но для нас гордость то, что наша семья за Абхазию сражалась, и мы братский долг, мой род, он его выполнил. Сейчас моя задача, вот силами науки, что я делаю, продолжать. Поэтому Абхазия в сердце, и в всегда делах. всегда И в рад делах. приезжать Это на да. благословенную абхазскую землю. Я хочу эту книжку подписать для Георгия Берзения. К сожалению, его Да. сегодня нет. Ну, мы с ним встречались, разговаривали. И для легендарной пятнашки. Герои, настоящие мужчины, настоящие воины абхазы поехали сражаться на Донбасс, когда произошла великая трагедия. К сожалению, когда из некогда братской Украины начали создавать и в конце концов создали Четвертый Рейх. Когда украинские нацисты поехали на Донбасс убивать людей, устанавливать свою власть по причине национальной ненависти к ним. Просто когда вот я начал очень детально, с 2014 года, когда вот все события начали проходить, изучать, что такое и украинский национализм, и ездить тоже на Донбасс. Ну, смотря что они там творили, и сейчас, просто если СВО, и тогда, ну, это просто заглянуть в глаза ада. Ну, к чему приводит национализм, нам это очень хорошо знакомо. И Поэтому- воины пятнашки были в первых рядах, кто продолжил великие традиции. Вот, если я не ошибаюсь, 22 героя Советского Союза, уроженцы Абхазии, Да. 3 полных кавалера Ордена Славы. И вот сейчас их внуки и правнуки сражаются в рядах пятнашки против того же врага, против которого сражались и деды, и прадеды.
Вам прошу передать Юрию Спасибо, обязательно от чистого передам. сердца и самыми лучшими пожеланиями. Очень интересная книга, но я, насколько знаю, она есть в свободном Да, доступе. безусловно. И чтобы ознакомиться с материалами в ней, мы обязательно под подкастом, в описании подкаста, ссылку на нее. Да, буду очень дадим. этому рад, Да. потому что есть идея продолжения работы. Она не прекращалась над этой темой. И всегда полезна и дружеская критика, и пожелания. Всегда есть что развивать и что можно улучшить. Тем более тема эта огромная, безусловно. Но вся работа – это дань памяти. Я надеюсь, в этой книге будет Героям. еще много страниц и достаточно хороших, позитивных. И всегда мы с надеждой смотрим в будущее. И вот такие книги, вот такие труды, они приносят нам огромную пользу в нашем деле, чтобы мы знал о нас мир, чтобы мы могли свою точку зрения донести, и чтобы наносное, вот это вот весь мусор, который бывает, но он всегда периодически возникает в истории любого государства, любого народа. Надеюсь, все-таки ветер это все Да, сметет. потому что у абхазского народа великая государственная традиция, цивилизация. Я не боюсь этих слов. Да, здесь есть все основания так говорить. Это будет исторической истиной. Красивый народ, талантливый народ, героический народ, много перенесший за свою великую многострадальную историю. И, знаете, я вот искренне очень рад, что благодаря силам народа Абхазии, благодаря стратегическому гению, полководческому искусству первого президента Абхазии, абхазское государство существует на планете Земля. Да. Спасибо. Владислав Владимирович Ардзинба – это великий человек и ученый выдающийся, который поработал по сложнейшей теме, по древней истории, и в годину тяжелых испытаний, который проявил все самые лучшие качества, которые всем бы политикам, именно такие качества, которые показал он. Да, это наш символ. Это наш символ, действительно настоящий, и имя которого золотыми буквами в нашу историю вписано. Наряду с историю такими, да, как военную, царь и политическую, и в историю науки. Да, это был знаменательный. Потому что научное наследие, оно выдающееся. Я читал книги, и, разумеется, политическая роль полководца, роль политического лидера, организатора. Это то, что нужно изучать, и с кого действительно нужно брать пример не только в Абхазии. Здесь, безусловно, имя почитаемое, сакральное. Но для всех людей, которые хотят чего-то добиться, нужно учиться на примерах. Вот достойнейший пример. Стараемся. Максим, сегодня мы с тобой перед беседой, перед записью говорили о том, что я прочитал материалы, прочитал твои статьи, и обычно готовятся к подкасту, но сегодня решил этого не делать. Вот тех знаний, которые я почерпнул из твоих статей, очень интересные, достаточно очень близкие, очень созвучные тем, о чем я думаю, о чем думает очень много народу в Абхазии. И я скажу, иногда они немножко стоят в стороне от мейнстрима, да, потому что очень некоторые вещи вообще очень точно описывают ситуацию в Абхазии, да, понимание ситуации, понимание ментальности. И вот первый мой вопрос. Мы прекрасно знаем, да, в Абхазии, что такое Россия для Абхазии. Да? Это стратегический партнер, это начиная от каких-то там заученных шаблонных там, фраз с высоких трибун и, естественно, до абсолютного понимания ситуации. Это близкая страна, что мы, во всяком случае, мы сейчас с тобой на русском языке говорим, да, в котором здесь в Абхазии очень хорошо владеют. Вот. Но никто точного ответа не может дать, что такое Абхазия для России. Зачем вообще Абхазия России нужна? И нужна ли вообще? Вот такой вопрос. Я думаю, что если бы Абхазия была не нужна, никакой бы политической поддержки за эти десятилетия не было. Абхазия братская страна для России. Абхазия, вот знаете, я когда писал свои статьи, я всегда думал, насколько раскрыт потенциал Абхазии для России. Знаете, я думаю, что еще здесь очень много, какую роль Абхазия может сыграть. Например, Абхазия – это
существующее суверенное государство для всего огромного адыго-черкесского, адыго-абхазского мира. Это очень много родственных народов, люди одной культуры, по большому счету, этнические, Близкие общие, народы. очень близкие. В России есть проблемы, которые нужно обращать внимание, которые, они будут воспроизводиться. Прежде всего, диалог с черкесским миром глобальным. Потому что есть исторические страницы истории. И вот здесь Абхазия может сыграть глобальную роль. Той площадки, где можно вести диалог, где можно преодолевать или, по крайней мере, найти понимание, пережить страницы истории, которые были, и строить будущее. Вот Абхазия здесь роль будет огромная. Я думаю, что, знаете, вот вопрос. Я очень хочу увидеть несколько проектов, которые, у меня они уже сложились. На самом деле мало знают. Вот маленькая страна, где принято хорошо отдыхать, хорошее море, а о той роли, которую абхазы, уроженцы Абхазии, сыграли в становлении русского государства, сколько было офицерских династий, сколько людей, которые дали России на разных этапах государственности, в Российской империи, в Советском Союзе свои таланты, свои силы, свою доблесть, которые прославили себя под русскими знаменами. Вот нужно говорить об этом. То есть Абхазия стратегический союзник. Вот жизнь неоднородна. Может, даже родные братья могут ссориться, по большому счету. Например, я не вижу никаких вопросов, которые не могут быть решены на основе диалога и доброй воли. Для России, вот я писал тоже большую статью, поддержка Абхазии – это вопрос политической чести. Так статья так и называется, да? Да, это, я назвал ее прямо. Я так считаю, я не представляю никаких госструктур. То, что я говорю от своего имени. Это моя гражданская позиция и мое мнение как ученого. То, что Абхазия может дать экономически, для благосостояния абхазского народа и для пользы, для развития отношений. Я считаю, что отношения России и Абхазии будут развиваться. И сейчас визит Сергея Владимировича Кириенко показал, что настрой России на развитие Абхазии. И развитие по стратегии выиграл-выиграл. Да. Успех развития Абхазии – это успех и для России. Безусловно. И Абхазия – вот страна души для русских людей. Вот эмоциональная близость, вот быть на одной волне, быть понимание, тоже являются очень важными. Поэтому я думаю, что есть тот потенциал, который необходимо раскрывать дальше. И есть много направлений, по которым и Россия, и Абхазия будут, скажем так, благоприятная, положительная синергия. Сотрудничество, взаимопонимание, поддержки, и Абхазия может для России много сделать. Только если правильно понимать и раскрывать потенциал Абхазии. Я думаю, это уже дело межгосударственное, именно на Да, государственном уровне, безусловно. а не на частном. И при соблюдении взаимных интересов, то я думаю, здесь можно очень много хороших дел сделать. Я вот о чем еще. Мы видим, как стремительно меняется мир, как в какой-то момент он становится многополярным, и мы видим, что в мире начинают зарождаться новые центры силы, центры притяжения. Да? Безусловно, одним из таких центров является Россия, но, наверное, некорректно было бы сейчас ее сравнивать с той мощью Советского Союза, да, стране, в которой мы были. Но, во всяком случае, вектор развития уже виден. Да? То есть, это и внутренняя политика, которая достаточно серьезно изменилась. То есть народ, который живет без идеологии, он обречен, да, и вот это вот, мне кажется, на мой взгляд, вот эти вот трагические события на Украине, они есть определенные какие-то зачатки идеологии, которые начинают достаточно бурно развиваться. Вот. Проблем еще очень много, как и в любой другой стране, и как ты сам сказал вначале, что вот наши ребята, да, вот сами срывались с места, вот мы об этом говорили, да, садились, ехали туда на Донбасс, это абсолютная правда, да, но это как раз-таки плоды этой идеологии, да, общности, вот. Но
Хотелось бы поговорить о нашем регионе вообще, да, скажем, Закавказье, и рядом у нас Восток и Ближний Восток, совсем недалеко, да, там через подлетное время 5 минут до Турции, хорошие ракеты или истребителя, да, и складывается абсолютно, может быть, неоднозначная ситуация, потому что в одном из подкастов я говорил, что когда развалился Советский Союз, России пришлось выходить, да, по тем или иным причинам. Может быть, причины были достаточно банальны, это люди на местах. Вот, пришлось уходить с Азербайджаном, пришлось уходить там с Грузией, да, вот сейчас вот в Армении не все, слава богу. Вот, и по большому счету остались мы. Да, как говорят, как принято говорить в мире, там частично признанная, да, Абхазия. На самом деле нас признали, мы себя чувствуем государством, ощущаем государством, да, кто бы что ни говорил. Вот, и мы по большому счету остаемся единственным союзником в регионе. Если посмотреть действительно на карту, да, то по государственным границам мы действительно очень небольшая страна, но если посмотреть на ареал расселения абхазо-черкесских народов, да, то есть это непосредственно сами адыгские народы, да, там черкесы, кабардинцы, абхазские, это абазины, абхазы, то это получается достаточно большая география, и которая распространяется на ту же Турцию, Россию и некоторые страны Ближнего Востока, такие как Иордания. Вот о чем хочу сказать. Да, есть некое понятие, да, глобального юга. Там тоже происходят какие-то, да, события. И вот это вот огромный этнический массив, да, народов, он есть неотъемлемая составляющая часть этого глобального юга. Вот. И какие-то, на мой взгляд, нужно выстраивать отношения. Потому что если ты идешь другом, то ты должен быть другом для всех. Соответственно, и как ты сказал, если мы можем быть этим мостиком, то почему бы не реализовать? И как тебе видится вообще развитие именно вот в таком ключе, да, что у нас есть Великий Север некий, и есть глобальный Юг, да, и Россия становится одним из центров принятия решений, да, и центров притяжения. Соответственно, исключать именно фактор черкесский, и я туда вношу и нас тоже, абхазов, да, нас везде черкесами называют, Да. вот, то это было бы недальновидно. На твой взгляд, в чем изъян моих размышлений? Я не вижу здесь изъяна, собственно говоря, вот мы, начиная беседу, об этом и говорили. Да. То, что есть проблемные моменты, на которые есть попытки использовать вопрос во вред России, безусловно. Есть признанное Россией государство, которое относится к этому глобальному миру, где уже совершенно перестроить другое понимание. И это может быть ресурсом. Просто ресурс нужно это осознать и, соответственно, трансформировать в политику. Потому что мы видим состояние сверхтурбулентности. Причем не только вот на нашем регионе Большой Кавказ, глобальный юг, во всем мире. Это и угрозы, и возможности, которые раньше не были востребованы, не были до конца поняты. Вот сейчас угроза актуализируется. Мы видим повышение роли Турции. Безусловно, ситуация, которая трагедия Арцаха, это трагедия, безусловно, трагедия. Трансформация тех ролей, которые десятилетиями были стабильны. Появление новых амбиций, появление угроз, которые, ну, мы прекрасно знаем, например, чего хочет Турция. В плане неосманский проект «Границы в сердце», пантюркистский проект. Тот пресловутый вот, Великий Туран. Да, Великий Туран и более конкретный проект «Границы в сердце», то, о чем Реджеп Тайип Эрдоган говорит, это границы Османской империи на пике ее влияния. Причем понимается это именно какие границы у них в сердце. Например, то, что в Абхазии было на Сухом Кале, где был турецкий гарнизон, мы с вами тоже разговаривали, которые боялись выйти за стены крепости. Но да, для турок весь Кавказ – это их территория, в их сознании. И не только Кавказ, и Крым. Вот украинцы напрасно радуются, то, что Турция не признает Крым российским, а украинским не считает. Есть глобальные планы и на юг России, собственно говоря. Ну, вот я из Ростовской области,
У нас есть 25 километров от Ростова, где я жил, город Азов. Это Османская империя уже была. Именно Османская империя, не Крымское ханство. Вот следующий вопрос проистекает из своего ответа на предыдущий. Для того, чтобы осуществить некий сценарий, нужны инструменты, да? Вот ты очень хорошо знаешь внутри ситуацию в Абхазии. Есть ли такие инструменты в Турции здесь? Да, вопрос очень для меня многослойный. Я считаю, что абхазы, абхазский народ, это патриоты Абхазии. Если кто-то есть, который готов поддерживать турецкий вариант, не будем исключать отдельное, но это не критическая масса, не большинство. Большинство это патриоты, которые хотят реализоваться в суверенном абхазском государстве. Именно в суверенном государстве. При том, что это сейчас при всей великой традиции государственной, это еще по историческим меркам государство молодое. Что есть болезни еще роста, необходимость становления, развития, перерастания в полноценное, вот именно сложившаяся политическая традиция, политическая культура. Но это все вопрос времени. Ну, естественно, вот эти все вот череду Вопрос кризисов. новых поколений, которые будут приходить уже люди с другим мировоззрением, другим пониманием, которые уже непосредственно не участвовали в войне, честно говоря, абхазского народа. Это уже суверенное государство Абхазия, но это уже другие поколения, которые дальше будут перестраивать то, что сейчас сложилось. Это неизбежный процесс, который будет идти. Ну, Но идти к сохранению развития это объективный процесс. союзного это... России, суверенного государства. Потому что действительно Россия поддерживала, признала абхазскую независимость. Те события, которые были в ранние 90-е годы, и та позиция, она ошибочна была. И она была исправлена. Но ко всему должно прийти осознание и политическая воля перестроить отношения от блокады, которая была в 90-е годы, до признания и поддержки абхазской государственности. Когда Россия восстановила при Владимире Владимировиче Путине свой государственный суверенитет, свою самостоятельную политику, сразу те ошибки, которые были в предыдущем периоде, они были исправлены. И сейчас речь идет о развитии, совершенствовании отношений России с суверенной Абхазией. А те, кто считает, что там с дивана, это их право считать. Наше право не читать, что они пишут. Так и делаем, но все равно не учитывать мнение, да, не учитывать настроение невозможно, потому что... Российская политическая элита, которая принимает решения, всегда говорила, что Россия поддерживает Абхазию, развивает с ней отношения. Могут быть разные ситуации. Жизнь сложная, процессы сложные, но нет процессов, и вопросов, которые не могут быть решены в диалоге, в нахождении общих интересов, знаменателей. И те проекты, о которых говорил Сергей Валерьевич Кириенко, они направлены на развитие Абхазии, создание инфраструктуры, которая будет нужна и России, и Абхазии, пойдет на пользу и российской стороне, и абхазской. И я ничего другого не слышал в плане политики, в плане стратегии выстраивания отношений. Учитывая ситуацию и в мире, и в регионе, да, безусловно, хотелось бы оценку процессов, происходящих вокруг Абхазии и, естественно, вокруг России, именно в регионе, от тебя услышать именно экспертную оценку. И с такой маленькой ремарочкой хочу сказать, да, вот сейчас мы видим, что происходят некие процессы в Грузии, да, и, на мой взгляд, некоторые комментаторы, они ошибаются в своих оценках. Что значит, я вот открываю иногда соцсети, значит, российские смотрю, там пишут, вот, там, Грузия молодцы, мы отстояли Грузию и прочее, прочее, что вот сейчас вот Грузия резко развернется и пойдет на сближение с Россией. Это, естественно, вызывает некие опасения в Абхазии, да, потому что если мы были уверены, да, что вот некая вот конфронтация есть с Грузией, и, естественно, Грузия – это выразитель интересов того пресловутого Запада, вот, значит, и англосаксов, и Евросоюза. А с другой стороны, Абхазия, который союзник России, в принципе, это вот этот статус-кво, он обеспечивал в какой-то мере нашу безопасность. Но сейчас я слышу совершенно другие голоса и совершенно другие комментарии. То есть
Если, а зачем нам Абхазия отдельно, да, давайте вот Грузия сейчас, это наш друг и союзник, они показали, что Запад они не хотят, они хотят там ближе к России, и вот тогда давайте, вот, может быть, Абхазия, я самый такой ужасный сценарий, да, давайте Абхазию в качестве приза и там подношения некоторой Грузии, да, там, не спрашивая нас. Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что людей, которые комментируют, лишь бы комментировать, нахватавшись по верхам, не изучая глубоко матчасть, к сожалению, хватает. Что в сухом остатке, какие факты мы знаем? Никакого разворота в сторону России и Грузии я лично не вижу. Достаточно послушать, что говорит избранный премьер-министр, ну, победившая партия, что говорит президент Грузии, избранный. Разговоры о сохранении полностью ориентированности на Запад. То, что проблемы, которые сейчас возникли, они считают временными, стратегически ничего не меняется, даже если бы менялось. Какие-либо трансформации в отношении России и Абхазии. Абхазия суверенное государство, где народ выберет свою судьбу. Какие-либо взаимодействия с Грузией. Ну, во-первых, да, Россия хочет стабильности, спокойствия на Кавказе. Хочет, чтобы конфликты были разрешены. Но есть интересы абхазского народа, есть интересы Грузии. Даже если бы там была абсолютно, вот как говорят, пророссийская политика, это диалог грузин-абхазов. И решение совместное, которое устраивает оба народа по тем формулам, которые примет для себя и Абхазия, и Грузия. Но это гипотетически. Там ориентированность не поменялась. То, что в Грузии сейчас более прагматичная политическая сила, которая не стала вторым фронтом. Если был бы Саакашвили у власти, я не сомневаюсь, они бы ударили. Не думаю, что будет потом с грузинским народом. Там другие совершенно. Поэтому, ну, единственным моим соотечественникам, которые все начинают сразу комментировать, посоветовал бы изучить вопрос и понимать интересы, которые есть. Хотя бы не глубоко экспертно, хотя бы для себя понимать реальность. То, что Россия хочет стабильности, да. То, что эта стабильность не будет за счет Абхазии, я в этом глубоко уверен. Для России Грузия сохраняет основы своей политики. То, что немного поменялся тон, то, что Россия бы хотела реально разрядки в нашей Грузии. Но я вот лично, изучая ситуацию, я не вижу для этого никаких оснований. Абсолютно. И сохраняется ли опасность? В случае, если ситуация будет стабильна, Грузия ни на что не решится. Если ситуация будет дестабилизироваться в целом, они этим шансом воспользуются. Там, я не думаю, что поменялось глубокое мировоззрение. То, что идут процессы, говорят о мирной реинтеграции. Грузия, абхазский народ, одержав победу, нанес Грузии очень глубокое, ну, как так, оскорбление, да. То есть восстановить честь можно только одержав победу, понимаем менталитет, понимаем как бы глубинные моменты. Другое дело, что для этого нет сейчас никаких объективных условий на данном этапе. И дай бог, чтобы эти условия у них не появились. Но мы помним Саакашвили, мы помним 8-й год абсолютно. Если эти силы в Грузии, являются ли они серьезными? Да, являются. Да, они там есть. Да, они могут захватить власть. Опять-таки, это сценарий, это то, что может быть. Но то, что Россия, Абхазия признанное государство, даны были гарантии безопасности, находятся российские войска, для Грузии фактор сдерживающий. Стабильность российско-абхазских отношений – это гарантия того, и их развития в плане союзных, дружественных, братских, гарантия, что желание Грузии вернуть, как они говорят, территорию, будет оставаться только желанием. Но у меня просто такое мнение, что не об этом, ну, в любом случае с повестки это не уйдет. На Кавказе долгая память. Очень долго. И всегда нужно быть готовым. Абхазский народ доказал свою доблесть. Доблести абхазам никогда было не занимать, как и военного искусства. Но всегда нужно укреплять свою безопасность и понимать, что сила, если она есть, это самая лучшая гарантия. И укрепление отношений с союзником, стратегическим партнером. Есть еще один момент, Максим, в твоей биографии. Я, насколько знаю, ты эксперт по военным преступлениям.
Ну, Вот мы прошли войну, и что такое военные преступления, я лично знаю не понаслышке. Вот, и безусловно, да, есть своего врага надо уважать. Уважать надо. Даже есть пожелание такое, когда я тебе желаю верных друзей, я тебе желаю честных, открытых врагов. Но по разным причинам, да, вот когда две армии сталкиваются, и в той есть военный, и в той это военный человек, это традиция, это определенный кодекс поведения, это также определенный кодекс поведения к своему противнику. Вот. Но, естественно, среди всей массы военных, да, попадаются совершенно вот маргинальные личности, для которых война – это, наверное, удовлетворение своих каких-то низменных вот этих вот того страшного, что он в мирной жизни прятал, а тут вот. Вот я знаю, ты эксперт. да, много работы по Украине, изучал, ну, много десятилетий. Практически вся моя сознательная научная жизнь еще со студенческих лет. Ну, а сейчас события, которые произошли, начиная даже не с 14 а с 5 года, когда у меня интерес стал из общего предметным, и до настоящего времени, 14 год, появление украинского, даже, знаете, у меня с трудом поворачивается язык сказать неонацизм. Вот работая в зоне проведения специальной военной операции, я работал в межмузейной группе по истории СВО Мариуполя, и изучая первоисточники, которые с украинской стороны, вот неонацизм даже уже с трудом произносится. Вот когда у меня были выступления и в фронтовых агитбригадах на фронте, и я всегда говорил нашим бойцам, нашим ребятам, которые сражаются, что они сражаются с тем же врагом, против которых сражались их деды и прадеды в Великую Отечественную войну. Знаете, когда вот сейчас уже, ну, когда это постоянно идет по мне, но когда я впервые увидел, что они носят шевроны дивизии СС, на себя полностью отождествляя с этой идеологией, когда они принимают, когда знаете, вот сейчас на русской земле снова горят танки с тевтонскими крестами. Что я видел, как награждали в том же полк Азов, это как Waffen-СС, нацисты абсолютно. Они носили наградные квалификационные знаки вермахта и СС. Отношение к людям. Вот когда я на Донбассе, мы обсуждали, вот, почему считают людьми второго сорта. Я говорил, нет. Они вас не считают людьми второго, они нас с вами всех. Говорю, весь наш многонациональный русский народ, тем более народ Донбасса, они вообще людьми не считают. И когда я прочитал весь этот поток литературы, как воспитывалась ненависть, причем задолго до событий, как искажалась история с точки зрения воспитания ненависти ко всему русскому, когда прививалась там, ну, действительно, смотришь в бездну ада. И когда я приехал когда в Мариуполь, первая поездка была, еще вот, ну, буквально накануне вот капитуляции Азовсталя. И когда я услышал от людей, которые прожили эти дни боев, что мы впервые за 8 лет не боимся людей в военной форме, русских солдат. И когда я потом уже, работая позже в Мариуполе, мы это все записывали, все это узнавали, нам рассказывали, что там творилось, при том, что в основном это были вот юго-восток Украины, но определенный типаж. Дно, люмпины, которые получали, вот он вступал в это подразделение, он становился сверхчеловеком, имеющим власть над всеми ими. Мог делать все, что угодно. Никто не вмешается, никто не накажет. Да, война очень сложная. Это комплекс сложных чувств. Есть и зверство, есть и энтузиазм, есть и героизм. Но то, что в каждой армии может быть вот, страшные вещи, здесь вопрос, как на это реагируют. Вот. Это наказываемое, преследуемое, это преступление, которое государство карает, или это поведение, которое поощряется. Сейчас чудовищное событие в Курской области. Вот врачи без слез не могут говорить, когда они проводят экспертизу этих тел, что с ними они творили. Когда они рассказывают об этом как просто, ну, как развлечение. Вот это то зло, против которого сражается наша армия, против которого сражаются ребята из пятнашки. Знаете, вот
как воспитывалось все это. Вот я для себя определил, что из Украины создали Четвертый Рейх. Это же не сразу делается. Тут 3 этапа. Вот я разделил их: 91 год, 2005. Вот приход Ющенко к власти, уже это стало государственной политикой. Потом 5-й год до 14-го. 14-го уже по настоящее время. Когда уже нацизм — это государственная идеология, когда белый вождь Белецкий, я читал его все работы, это нацизм. Его партия, которая калька с германской, с НСДАП абсолютно, не национал-социалистическое, а социал-национальное движение, стали уже основой украинской государственной политики. Расчеловечивание. Вот я тоже всегда говорю, вот вопрос, как нас называют? Орки и Мортор. А что это такое? Орки — это люди. Вот знают фэнтези, и фильмы, и книги. Это не люди. Это низший, опасный, подлежащий уничтожению биологический вид. Вот так их воспитывают на нас смотреть. Я читал очень интересную книгу, называется «Брать на навала. Войны России и Украины с 12 по 21 век». То есть искажения тотальной истории Украины еще не было. России в современном виде тоже еще не было. Это было единое древнее русское государство. Все показано истребление русскими украинцев. Книга рассчитана на систему образования и, самое главное, на силовые структуры. Ее изучали, на основании этих идей воспитывали. Искажение всей истории, воспитание ненависти, ненависть выплеснулась. Расстрелянный детский пляж в городе Зугрес. Это же акция устрашения была. Но единственное, они не учли, что Донбасс никто на колени никогда не ставил, Россию. И не поставит. Место страха и желания сдаться было желание на Донбассе бороться. Знаете, я еще в свое время писал, когда началось СВО, вот, поднял вопрос о революции достоинства. Зачем отдавать им те символы, те смыслы, к которым они отношения не имеют? Революция достоинства, она была там, да. Но где она была? Не в Киеве. Не на нацистском Майдане абсолютно. Она была в воссоединившемся с Россией Крыму и в восставшем против украинского, победившего уже на государственном уровне нацизма Донбассе. Вот у людей, у которых нет достоинства, это украинские нацисты, революции достоинства быть не может. Достоинство у Крыма, людей, которые там, в условиях кошмарной угрозы. Они бы все это сделали с Крымом. Они пошли на воссоединение с Россией. И Донбасс, шахтерские бригады, полки, батальоны, которые стали стеной перед нацистами. И которые сейчас за то, что за право говорить на языке своих предков, жить на своей земле, тоже отдавая, сражались, сражаются, отдавали свои жизни, отдают эти жизни лучшие из лучших. Ну, ты как будто рассказываешь про начало нашей войны. 92-й. Ну, а кем был То же самое. Звятком Сахурди? То же самое Вот говорю. книги, которые я передал ребятам из пятнашки, мы все это описывали, все его высказывания, все то, что... Все то же самое. Абсолютно, он нацист. Он был нацистом, абсолютно. Можно ли было как-то найти мир, договориться тогда? Да, если в Грузии были бы разумные люди, но это была бы другой Грузии. Пришли к власти нацисты, которые... там одна была идея: геноцид народа Абхазии и геноцид осетин. Да. И то, что отстояли свою независимость, вообще право на жизнь. И осетинский, и абхазский народ. Но это то, что в истории золотыми буквами. То, что сейчас мы видим на Донбассе. Да. Ну и помните, 8-й год. Да. Максимально всех выбить, зачистить, поставить мировое сообщество перед фактом. Но они столкнулись с доблестью осетинских ополченцев. То, что я знаю, какое движение было в поддержку Осетии здесь, в Абхазии. Сколько добровольцев сразу туда снялись. Да. Сразу поехали. И доблести русской армии, которая подготовлена, вымуштрованную грузинскую армию, которую готовила НАТО. За 5 дней была одержана победа, которая спасла осетинский народ от очередного геноцида, сколько их было в истории. Получись там, удар был бы по Абхазии. Да. Естественно. Сразу же. Вот. Из всего вышесказанного
истекает просто одна мысль. Вот эти вот все наши связи, их надо укреплять, улучшать. Потому что я вижу, что опять новые вызовы становятся, как в глобальном масштабе, так и в региональном. Соответственно, безусловно, отношениям, вот это вот время благоденствия, на мой взгляд, в Абхазии оно прошло. И я думаю, что у руководства России есть это понимание, уже вот приезд Кириенко об этом сказал, что нужно, если в хорошем смысле, конечно, перезагрузка отношений, что нужно делать упор именно на государственные программы в области экономики, в области, значит, военной области в первую очередь, да, то есть у нас есть соглашение военное, по которому Россия должна перевооружить, переучить нашу армию, да, и, соответственно, улучшить эту компоненту военную, да, в наших отношениях и в регионе. И я надеюсь, что сейчас вот по прошествию некого времени, то эти программы начнут реализовываться. Я знаю, что у тебя есть уже готовый пакет программ. Вот, и я надеюсь, что новое руководство Абхазии, обязательно ты их представишь, и обязательно они должны будут реализованы. Ты немножко можешь рассказать? Или это секрет? Ну, я хочу уже представить какое-то готовое видение, тем более я считаю, что если какие-то проекты, то они должны быть именно как абхазские идти. Я могу определенные идеи предложить, разработанные, продуманные хорошо, но это именно, знаете, вот вы говорите про роль государства, безусловно, это важнейшая сфера, и, безусловно, все, что должно делаться, будет делаться. Но от нас же тоже многое зависит. Конечно. От наших усилий, от народной дипломатии. Вот у меня проекты, я хочу, чтобы в России больше узнали про Абхазию. Не просто то, что курортная страна, а замечательная абхазская история, интереснейшая. Про культуру Абхазии, про вклад абхазов в создание развитие российской государственности. Про абхазских воинов в русской армии, из поколения в поколение, которые были. Действительно, про выдающихся людей, которые участвовали в развитии России, Российской империи, Советского Союза, современной России. И я думаю, что на нашем уровне мы можем сделать много полезного для укрепления межгосударственных отношений, уже которые идут на высшем уровне. Если они будут опираться дополнительно на ту базу, которую мы будем создавать в нашем общении, наши совместные какие-то проекты, вот кто может сделать по силам? Проще и быстрее будет реализовываться то, что задумано на высшем уровне, и находить более прочную, глубокую основу. Тем более у нас все для этого есть абсолютно. Ну, надо делать. Я помню, был такой проект «Грузины в Российской империи». Вот, может быть, есть смысл запустить. У меня именно в этом ключе есть уже продуманная система идей, которую в любом случае я буду предлагать, и я думаю, что это полезная вещь. Будем надеяться, что они будут реализованы. История государства на Абхазии. Абхазия, наш стратегический союз.